Никто не может сказать, что его путь единственно правильный, но жизненный путь, которым шел Роберт Андреевич Бурнашов, заставляет нас понять, что есть долг и честь, что есть ответственность и забота. Не о себе, а о тех, кто стоит рядом, и тех, кто придет после. Аккурат после крещенских морозов, послевоенный 47-й год, 20 января, в семье сельского учителя Андрея Васильевича Бурнашова и его супруги Василисы Петровны родился сын. Он вот мне Виктус построил, театр, он биометр, гран капитан угрозен кинья на ахитерете, он кинья угоден, атом берет Роберт Дикерт. Война никого не обошла стороной. Вся страна залечивала раны страшной войны, восстанавливая разрушенное хозяйство. Всем миром строили новую жизнь. Андрей Васильевич Бурнашов был крепким мужиком, огромного роста, строгим на вид. Но, как все сильные мужчины, имел очень добродушный характер. В свое время Андрей Васильевич закончил педагогическое училище, работал учителем, постоянно занимался самообразованием, отличался широким кругозором, читал много книг, газет и журналов. Начально акталдар анıdır ete. Na köyde kepsir, na talanlar kütül değiller. Organı tüyanlar bu vakta. Oğlum na baktıdır. Sol beytine. Hatta elbette gelirler abi de. Bana kadar ondan seri olur. Seriye var, tüydüğünü sulaka. Böyle bir oynak olur kütül beytine. O tüydüğünü sulaka Japonya var, seriye var. İyemedi onu tabii. Bazıları var. Hatta kendine bağlana eminim öyle bir dakikada kendine Ahmet'e kelam varan Vasilisa kelkenler Vasilisa'nı. Onun büyüsü bir gördü. On bir oğlanmıştım. Tutoşu hatun üstüne yığıyatını buldum. Andrei Vasilyevich dergiler kolgumanan, nahranan Oskol direktöründen hebdişenin bilamaran doydutugar olaqsuya jetutta kelbite kada tane tawa arka öttügar jet tuttara. Андрей Васильевич оказал огромное влияние на своего сына, передал свои лучшие качества, которые впоследствии помогли Роберту найти правильный путь в жизни. В возрасте 59 лет отец ушел из жизни, и забота о большой семье легла на плечи матери, Василисы Петровны. O eder sayılır bir de değilim. Bir tehdit var. Ухан yeri bulan, at var batıyor sayılır. Мать растила детей. Роберт заменил отца для младших братьев и сестер. Воспитал их, дал образование, наставлял на правильный путь. Kini bolanı bu elbek oğlaq yılga uluxan oğunun türevit ki bolan barlargar samay uluxan ağaların keriyete samay mandık duddalara haqqalara kömüskeldere kömülühötçülere öte. Как и все дети того времени, Роберт помогал взрослым. С малых лет во время летних каникул работал в колхозе. Он был не только лидером среди своих сверстников, но умел сплачивать вокруг себя остальных. Это было взрослое детство. Tun bilgi öğrenmek tavarısa kapsüllerden Yuvar naha çakal kaydiyen. Bu sanki ne kadar naha çakal kaydiyen evet. Yuvar içeri doğru sesigen, Robert Andreevich, bir sabahlar Alişeyeviç değil. Partatın bu kanı ürettir. Bu kanı tavalı bir kasa bir degenen. Beta ağır, alparatiyle varasın, paralıyla varasın, aksanı, der poputa. Роберт Андреевич Бурнашова gitti bir tava orta skolu 6 klastan bir göremipit. O innitten kendini bilebin nahra yönüne haccan hakamatlı gelirdi. İçeri hakamatçı dedi. Qohan hürüyere bitkiniz
Оскола хаджан хурибит хастахана бар. Понна нахачу духургеребит. Оны сон хаджан кини перевод туребит. Немецкейтен халы гейни хахан перевод табыта бар. Эте. Ол сас тухунан хахан. Мен олар билин мана үйбер хокканан баран шөй бай перевод эте. Онна кеннеге обитедаха үдү класстарга баскетболга, волейболга үшөйдү аню ботта, оскола сборная кирерте. Кирер это онтан келин өссө белсибети беккете берди. Онтан бие битедаха үйөннө битер табагаттан буга сүдбө 100 километр боларда, онан карт үйөдери белсибетин жерчибит. Unaksız kulağı tabağa biterim ben anı. Toksuz kulağıska. Bir de az kulağı tabağı diyelim bir de. Onda vallahi kulağısta iki ol karaktere. Bir düvetine oluştu kulağı diyen bir bol balı oluştu kulağı diye. Onu Robert düvetine oluştu var idi. İnne kadar ona dayar kalan bu yan. Роберту с детства была присуща самостоятельность и независимость мышления. С цифрами и задачами ему всегда было легко и просто. Он поступает на физико-математический факультет ЕГУ. Онтан алтыаллаха битидаскотун битерен манну верне кипиркине бизмат факультет көне кибите. Онтан олоран улартан академический öğrenci biter. Математиканы хабилер болот, экономист болла, тоны нушытылын тылдарга эме хүрдә жогордагы ол кини омукта тылын каны бартылы түргенник мандык өйдүргер оннан кепсетен кирен барарыгер жөнөкөт кепсетергерин эме көстөр. В 1974 году Роберта пригласили работать в статистическое управление Якутской АССР. Перепись населения, скота, отчеты по промышленности. С тех пор у Роберта Андреевича сложилась четкая картина, где какое предприятие, как оно создавалось, как оно жило раньше. Я Роберта Андреевича Бурнашова знаю с 1974 года. В этом году организовывалось в статистическом управлении, вычислительный центр организовывался в этом году, и нас приняли как молодых специалистов. И в этот же период, в 1974 году, Роберт Андреевич тоже поступил на работу, правда, он экономистом. В те времена была руководителем статистического управления Александра Тихоновна Корнилова. Роберт Андреевич был правой рукой, он писал и статьи, готовил доклады. Она говорила, что это будущий начальник управления, статистического управления. Я думаю, что его познание и вот его знание в области экономики и финансов послужило возможность его работы в течение 11 лет в главном статистическом управлении нашей Республики Саха. И, видимо, в это время он, имея кучу большой информации, кучу документов статистических, экономических, финансовых, он научил себя вот правильно обращаться с этим документом и вникать в их детали. Трудно пройти жизненный путь в одиночку, но если рядом есть спутник, способный поддержать в самые сложные дни, это преодоление пройдет значительно легче. Верный друг и мудрый советчик в жизни Роберта Андреевича – супруга Клавдия Михайловна. Ежедневный самоотверженный труд, поддержка жены стали определяющими в его становлении. У Роберта Андреевича и Клавдии Михайловны двое прекрасных сыновей – Андрей и Алексей. Взяли на воспитание из многодетной семьи девочку Таню. Ну и семьи мы тоже дружили, частенько бывали друг у друга, и поэтому вспоминается вот со всех сторон, просто это настолько цельный и большой человек. Хотя судьба у него не всегда была такой гладкой, складывалась гладко. Были, конечно, и тяжелые времена, но были и в основном, наверное, больше счастливых дней. Затем прошли 5 лет работы в Госкомитете ЯССР по ценам. Тысячи преискурантов, цены, лимиты, тарифы. Бурнашов на зубок знал, сколько стоит килограмм хлеба в Москве, Якутске или Черском.
Он работал в составе комиссии над первым вариантом Конституции Республики. При его непосредственном участии было подписано соглашение о разграничении госсобственности, а также соглашение о взаимоотношениях по экономическим вопросам с правительством России. Когда началась у нас перестройка, особенно когда началось у нас вот это вот движение к самостоятельности, когда надо было решать массу вопросов, самых сложных на уровне Российской Федерации, то есть те вопросы, которые уходят в правовое поле Конституции, ну, во-первых, значит, установление вот этих конституционных правовых норм федерации, новой федерации. Что такое субъект федерации? Где суверенитет начинается, где суверенитет заканчивается, где-то должны быть разумные границы. В 90-х годах Верховный Совет принимал много законов, декларацию, конституцию о статусе республики, об экономической самостоятельности, о собственности Республики Саха-Якутия. А в правительстве основную и главную роль, конечно, сыграл экономический блок. А в этом экономическом блоке, мне кажется, главнейшую роль выполнял тогда Роберт Андреевич Барнашов. Один факт стоит упомянуть особо. 1990 год. Шел 5-й год перестройки. Якутия – сырьевой придаток России. Несметные богатства якутских недр, в первую очередь алмазы и золото, отгружали в центр. Республика ничего не получала взамен. Когда он работал в Газплане, они с Амиром Идиатуллиным разработали и обосновали плату за незабываемые природные ресурсы нашей республики. Тем самым мы уже в ноябре 90-го года получили в бюджете республики 1,5 миллиарда рублей, когда как в бюджете республики составлял всего-навсего 500 миллионов рублей. Именно тогда проявились незаурядные способности Роберта Андреевича как экономиста, финансиста и патриота своей республики. А ведь в других регионах России только сейчас приступает к обоснованию этого вида налога с недропользователей. Роберт Андреевич стал автором разработки финансово-экономических механизмов, позволивших нашей республике цивилизованно, с наименьшими потерями войти и преодолевать бурный океан эмоций, страстей, амбиций и коллизий начального этапа рыночной эпохи. И совершенно справедливо, по инициативе президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева, Роберту Андреевичу было присвоено высокое звание «Заслуженный экономист Российской Федерации». Его, когда Михаил Ефимович поставил командовать приватизацией в республике, он за это взялся, не моргнув глазом, за ночь, грубо говоря, нарисовал структуру этого госкомитета, квадратики, фамилии. Ну, по сути дела, там за неделю, за 2 недели госкомитет был сформирован. С 91 по 94 год, по-моему, основная приватизация вся в республике была проведена под его чутким руководством. Решалось столько много важных для республики вопросов, для которых очевидных решений не было. Их надо было придумывать на ходу. Как говорится, мы работали с чистого листа. Потом вопросы приватизации. Он настолько дотошно и детально все это изучал, продумывал, и сам очень много думал. И ребят, значит, как бы подвигал к тому, чтобы направлял, в каком направлении думать и как думать нужно, да? Вот. И вот это второй момент. То, что мы тогда не дали республику растащить на куски. Сохранили главные производства с государственным участием, ну, понятно, что алмазную компанию, главный бюджетоплательщик, так у нас. Вот. Горнодобывающий комплекс. Во многих предприятиях сохранили свою долю на начальном этапе, потом постепенно стали передавать. Приватизация Якутцемента в то время от государства к работникам завода, он руководил, его служба руководил, и это было вообще один из уникальных решений. Мы думали, 50/50 будет, государство 51%, работникам 49%. Когда рассказывали, даже предложили, говорят, вот сидишь, здесь работаешь коллективно, бери ты в руки, вот богатство, вот сырье, будь хозяевами. А Якутцемент в 1992 году стал 90% народным предприятием. 10% было государства, 90% было работников завода и жителей района. То же самое с продажей акций Алроса. Вот. Тоже эти деньги сегодня работают у нас, нам помогают сегодня жить. Вот. Хотя в то время мы уже вот делали. Если бы мы тогда взяли и доприватизировали авиацию, у нас бы сегодня авиации вообще не было бы.
Если мы тогда приватизировали Ленское пароходство, то и от Ленского пароходства бы у нас ничего не осталось. И когда в Российской Федерации шел такой разгул приватизации, мы в это время, несмотря на критику, на какие-то там даже иногда и издевки, вот, мы все-таки выдержали этот и сделали правильно. Вот сегодня все это работает, все значимо. Одно неоспоримо, то, что для нашей республики это было сделано лучше, чем во всех других местах. В 1996 году Роберту Андреевичу предложили возглавить самый проблемный на тот момент участок – пенсионную сферу. То был сложный период, по всей России участились задержки выплаты пенсий. Роберт Андреевич стал директором департамента пенсионной службы республики. За короткое время была создана единая пенсионная система по принципу единого окна. Он одним из первых в практику департамента пенсионной службы ввел такой институт, как Дни департамента. Это своего рода первые были публичные отчеты крупного государственного органа перед населением республики. Я помню нашу одну поездку в 99-м, в декабре, в минус 55 градусов, мы проездили с ним 5 районов. В дома культуры, в актовые залы администрации приходило очень много народу и благодарили в том числе нашего руководителя за помощь, за организацию работы именно по пенсионному обеспечению. В конце 90-х, когда после 98-го года обвалился рубль, когда наступил финансовый кризис, вы помните, да, черный вторник августа месяца, когда почти пенсии обесценились, соответственно, уровню инфляции, такой эффективный механизм, как выдача пенсий товарами по социально сниженным ценам. У нас было тогда предприятие еще самые Ленокарт, мы пластиковыми карточками занимались, и было принято решение применить, именно покупать продукты питания и отдавать по пластиковым карточкам пенсионерам. И это была открытая система, и это многим понравилось. В последнее время даже потом в Пенсионном фонде России хотели принять этот опыт. Коммерсанты, к сожалению, или к счастью, были очень недовольны, потому что цены. Да, потому что пришел контейнер, допустим, там 5 тонн гречки тоже пришло, и их раздали 500 пенсионерам, которые не будут спекулировать, которые отдадут своим внукам, детям и так далее. Я как коммерсант взаимодействовал с ними, поставлял продукцию, представляли складские услуги и так далее. Потом Роберт Андреевич в 1999 году предложил мне перейти туда, стать начальником отдела выплаты пенсий с товарами. Год мы проработали. После этого Пенсионный фонд Российской Федерации обратил внимание на эту деятельность и предложил ее прекратить. Потому что, согласно Конституции Российской Федерации, пенсии выплачиваются денежными средствами, не предполагают выплаты, натуральные выплаты. По федеральным законам на тот момент в пенсионный фонд должны были изымать все имеющиеся средства, а это могло бы привести к разорению и, следовательно, к принудительному банкротству целых отраслей. Понимая тяжелое финансовое положение плательщиков, была разработана программа приема в качестве платежей векселя и ценные бумаги. При Бурнашове задержек по выплате пенсий не было. Пенсионный фонд у нас был донором, Якутия была регионом-донором пенсионного фонда. Вообще была такая ситуация, что очень многие предприятия, они вообще уже падали. Из-за того, что у них долги по пенсионным платежам были уже достаточно серьезные. Та же Алроса, она лежала на боку фактически. В конце 90-х у нас в некоторых регионах России невыплата пенсий доходила до полугода. А мы за все 25 лет существования пенсионного фонда в Якутии мы ни разу, ни на один день не сорвали выплату пенсии. Я думаю, этим тоже можно гордиться. Деловые качества, государственный подход и огромный опыт Роберта Бурнашова 15 тысяч избирателей оценили в полной мере в декабре 1997 года, избрав его народным депутатом Палаты Республики от Мегино-Кангаласского улуса. В парламенте республики депутаты доверили Бурнашову возглавить одну из ключевых комиссий по бюджету. Коллеги до сих пор добрым словом вспоминают его исключительную работоспособность и организаторские способности. То есть эти 90-е годы, самые тяжелые, самые непонятные, самые безалаберные, можно сказать, беззаконные, прошли на одном только том, что цельные по своей сути люди были у руководства.
Во время планерок он никого, как говорится, не выставлял, не дай бог, никого ни над кем не смеялся. Никогда не кричал, никогда не унижал человеческого достоинства. Наоборот, когда он сердился, он начинал говорить тише и тише. То, что он был человек высокой культуры, в этом плане с ним мы чувствовали себя как за каменной стеной. Крик и тому подобное, так сказать, выговора и тому подобное, я вообще такого не помню. Людей он умел направлять, людей умел, как говорится, заряжать. Наличие стратегического мышления. Человек своего слова, если он на словах сказал, что так и так делать, мы знаем, что это тебя не бросят, не приведут, не скажут, что потом ты сам это придумал. Надежность. Ну и очень хорошо разбирался, конечно, в экономике, финансовых вопросах. И то, что наша республика сегодня все же относительно спокойно, относительно успешно, в общем-то, пришвартовывается к дальним берегам рынных отношений, это большая заслуга Роберта Андреевича. Человек мог и любил принимать решения. Смело, да, брать на себя, брать огонь на себя и брать ответственность на себя. Ну, кстати, и других приучал к тому же. Он все время говорил: дорогу осилит идущий. Надо было все время что-то делать, работать, творить. Он всегда говорил: раз взялись за какое-то дело, это надо обязательно сделать. Ясность мысли у Бурнашова начиналась с ясного почерка. Вот, то, что он писал очень красиво, очень понятно, и никогда не требовалось ничего переспрашивать, значит, и ничего уточнять. Он очень много писал. Очень много писал. И эти доклады, отчеты и какие-то записки вот на имя президента, на имя председателя правительства он делал сам. От начала до конца исписывал сам. Сам писал, сам делал. Практически никогда не пользовался там услугами секретарей машинисток, по-моему. У него был очень каллиграфический почерк, он мог там за ночь написать концепцию. Да, там, очень понятно, очень. Да, очень понятно, и там практически без помарок. Да. Мысли выстраивались. Все в голове, видимо, у него было четко и ясно, это самое, разложено по полочкам. Он сразу с полуслова человека понимал. Мышление у него было математическое. В феврале 2002 года Роберт Бурнашов был избран сенатором в Совет Федерации. Бурнашов проявил законодательную инициативу по поводу внесения изменений в федеральные законы о трудовых пенсиях, а также самом злободневном для всех северян законе о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера. Очень много тогда мы нарабатывали механизмов различных, вот, чтобы удержать республику в состоянии такого динамичного развития. Вот. И везде, конечно, Роберт Андреевич принимал участие. До последнего момента практически он все время был в работе такой активной. В дополнение, или, может быть, даже более важной, с моей точки зрения, его чертой, как человека, это то, что он был великолепным политиком. Вот как бы для масштабов Якутии он был одним из центров политики. Он притягивал людей, к нему люди тянулись, его считали за авторитет. Он умел доносить свои мысли и, безусловно, он был центром политики. Чувствовалось, что он и по жизненному опыту, и по знаниям, конечно же, превосходил нас. Человек, конечно, прошедший все ступени служебной лестницы. Ну и постоянно у него, кроме того, было занятие – это политика. Он конкретно ей занимался. Он не терялся нигде и всегда умел себя поставить так, что его слушали, к нему прислушивались, и его воспринимали, и принимали его решения. Поэтому он пользовался, конечно, большим уважением не только у нас на территории республики, среди близких ребят, но и за пределами республики. Я был свидетелем много раз, как он эти вопросы решал, любые, на любом уровне. Одни из тех немногих людей в нашей республике, который умел разговаривать с федеральными чиновниками, с финансистами, экономистами. Республика по сравнению с другими субъектами федерации, мне кажется, работала вполне успешно, надо сказать. В этом заслуга Роберта Андреевича. Он оттан бу республика утер тохта хүддах
öngülak ki vallahi almastan ondan atın hittan kosnar baydары ite adjelsen ingin hiccan hüdda ha ijeleri eten biha respublikal handık komünist ki vallahi diyani mümin. Ondan al kini bete orijinalne hos öddahan alak ki vallahi onun bu hükka tuhanan hükka jahanan bu respublikal handık onastı hiccan Его отец был учителем, и он тоже стал учителем. Его воспитанники и ученики должны хранить память об этом человеке, самим становиться учителями, ибо прошлое и настоящее – это наше с вами будущее. У него было великолепное чувство юмора, он очень любил шутить, рассказывать анекдоты, любил слушать анекдоты. Это тоже, видимо, одно из его черт, которое подкупало, привлекало к нему людей. Роберт Андреевич умел сплачивать вокруг себя талантливых, эффективных, молодых, с нестандартным мышлением даже, менеджеров, руководителей новой формации, я бы так сказал. Он был генератором идей, локомотивом всего этого нашего экономического и финансового движения. И эти ребята, большинство из них, вот его ученики, сейчас держат свои руки на пульсе экономического и финансового развития нашей республики. Поэтому его советы очень нужны были. Я всегда говорю, что он даже при нем мне говорит, Роберт Андреевич, я сегодня за 3 часа получил хорошую учебу, дай мне диплом, что я учился у Роберта. Ездить в Москву не надо деньги тратить. Вот, но он еще и чисто по-человечески такой большой друг, надежный очень друг, всегда помогающий, всегда способный прийти, и причем прийти на помощь в самую сложную минуту и выполнить все блестяще. И с ним просто было приятно проводить время. Потому что мы встречались, мы много пели. Вот, он очень любил петь все время. Какие-то интересные привозил песни, такие якутские песни, русские песни вспоминал всегда, да, и которые даже откуда взялась песня такая, мы удивлялись, хотя пели все много. Он оттон ылдырете, ажахай туруннагана жолох коласта хачише бат хадре бехелей байтык компанияга атарар кийте басым бешеддин кини тула нахачу жонор нар бар болачылар эти улахан халаячылар дейин даганы быстарыгар боростойдо жоннор олхин баланы хайдар экени барларын кыта бир оксайтылы булан мамнык мен улахан кихибин индиен тугун улак каябат это олхин баланы мамнык боростойдук шүйдик сакалы махалы жоны оны нахачуды болкомдолакчу жоны истерете ол хамай улахан таланди ханыбын жоны истерден онтон же шүй оны истен бартын каз биди кихи бапрохун бартын истен бахаран он был уникальный во всем, начиная вот от своих просто энциклопедических фундаментальных знаний, заканчивая особым таким тонким юмором, который был, ну вот я много людей, конечно, знаю, но таких еще не встречал. Как человек общительный, приятный, и у меня давно с ним были дружеские отношения с молодых лет. Шутил, радовался, ну жизнерадостный человек был по сути. Юмор у него был, юмор вообще великий был юмор. Поэтому я просто вспоминаю его самые лучшие. Я знаю, что школу имени его назвали. Я туда в школу ездил, маленько помогал материалами, когда они просили. Для него очень важно было встречаться с друзьями там. Егор Спиридонович Шишигин, вот наш директор музея, да, вот один из таких вот людей, из его одноклассников, таких знаменитых. Севен осколатын кытта бигөр эмиттерин кытта ушталын кытта буспатак кеи болар. Оттом беге тарайын элеген тугунан Роберттын иккен он осколабыт тугунан кингата аран турабыт. Онда кинаттан үксүн үлэхем оппурухун бахаррыты. Онтон хомүйөттөн сургустаныттын мен орру боларытым. Бу бетин улуугар депутат боларыгар эгин өрү Сыджар нелегер улугар рюкомелер он там был газ рютораны ринер эме улахан ороллак нюргун денесе пондалагата онна ол пондатыгар рютары мелодистары инер паджескалырыта бете нахан улахан рютты болбатар сакалырыны хиддан интерьерги сөбүлүр кет.
Onun bullаны механаха бу айыр үлебердаганы көмөлөспүтө дия канада онна кене бу үледир камсыр кыктак үчүгөй кемигер элбек киека үчүгөй оңор бу кии булактак дияны. Онотон бейте мехайтен турар бу дачада бунин бартын бэм оңортотум диен. Онтон уанар тон одатын уанар болду. Онотон тыа жаңга камелачы тавага араңас диен сирге агатыне жия матуран баалаймына жиямастыбыта. Онтон ол келин лахан лаажан биргөрүмө колор кетте өрү хивастан онуны терьер бу угал тава диен түмсүбүтүн кинетери бите оны бастыгы берсизатыл им болбута. Онуттан ол беги билген оны салгы ыта жабыт. Дойды хетимердиен бар. Нағыз дойдын хетиме. Оны ол табаға ден бейбін топ хетиме бар. Тоқымын адыны ден. Тоғындан кірсі бар арабы. Такыға тапыға көмір өйен. Такыға оқпама қайда көмір өйен денеме. Оны суытканы тоқтан кебересің. Оны көпсейлерге ағаты көпсети бар арасы. Кені бәті қандағаны мен манықпын, мен онықпын, мен оны ұлдыратым, мен маны ұлдыратым, мен еқыманы олым, мен маны кінемден қаны әпіреді. Ағатын тағыр көмілі біті, оскола бұд инігар кені бүйі бар, оскола бұда кені атын әрілі біті. Оны оттан Роберт Андреевич атыны тұрар ден. У каждого человека в жизни есть дело, которому он отдает все. Кто-то достигает больших результатов, а кому-то не дано сдвинуться с места. Все зависит в первую очередь от самого себя и от окружающих тебя людей. От того, как ты можешь мобилизоваться сам, как можешь подвигнуть других на благородные дела. Оскола төрөттөмите 1910 сыллаққа фольклорист Афанасий Семенович Порядин инициативатны. Кыракый бере денсерге ан бастан ағыр балағантан сағаланан оскола бұтыгар бұ сыл өріқтәхін төріттәмет сылынан білдер. Ол күрдік 1906 сыллаққа бейге оскола бұт, орто оскола атын сүгер, бейге кен тұттар выпускник бұт, Российской Федерации үтөләқ экономия Роберт Андреевич Бурнашов болар. Беги школа бит материально-технической базата сайдарыгар каңырыгар Роберт Андреевич выпускник да быгытынан, общественный деятель да быгытынан сүрдәк улахан көмөләк ки болар. Роберт Андреевич Бурнашов атын үйететер иннеттен әлбәх буланна хөлеләр бараллар. Ол хигер Бурнашовской агылар ден. Манна сүрүннән экономической, математической, гуманитарный наукаларга, дисциплиналарга оғылар секцияларынан докладтары ағылар, көміскүллер. Бу ағылар улусынай тағымнақтар, 2 сылға бидде болар ағылар. Бу музей болағына бастан 2 тығынча 4 сыллаққа. Клавдия Михайловна, Роберт Андреевич кергене, бу музей тарихайынден анаратақ өтіғор жетігер тәрейбі бүт бастан, кені бу Роберт малын барын қағарбыта, манна тоқтара тұттай жібіт маллара, онна үшсін бола, тұттай жібіт малы дем болбатақ. Бу наградалара бағылар, манна үшсі хоқтар, улақаттары хоқтар, онна грамоталара аңын бағылар. 2-10 сыллаға манна школа бұқасылан манна көрбеппіт. Тому музейгер болғаны хиджачыл бәқ